В Академии футбола начался учебный год. Ребята осваиваются в новом здании и постепенно привыкают к новому режиму и расписанию. С утра тренировка, днем школьная программа, а вечером снова на поле. К юным футболистам заглянула Марина Караева. Молитва Всевышнему, чтобы оберегал и помогал. По старинной осетинской традиции младших напутствуют старшие. Для воспитанников Академии футбола это новый, еще неизведанный путь. Путь, который приведет их к вершинам футбола. Юные спортсмены, конечно, волнуются. Их встречают наставники и сам министр спорта Алан Хугаев. Это большая площадка для ребят, чтобы они показали себя, чтобы они реализовали тот потенциал, в который в них выявили данные тренера, которые будут работать у нас. Перспективные ребята, которые в дальнейшем, я уверен, что они будут либо в нашей академии, либо в лучших академиях страны, а там, возможно, и мира. Дальше заселение. Ребят распределяют по комнатам. В распоряжении футболистов уютные спальни и ванные комнаты, просторная столовая и медблок. Ребята прошли серьезный отбор в 2 этапа. Учитывалось все: и физическая подготовка, выносливость и техника. 5 возрастных групп, и для каждого Академия должна стать точкой отчета в мир большого футбола. Моя главная цель – попасть в премьер-лигу. Желательно тренировался буду, а там уже посмотрим дальше, что будет. Я не могу сказать, что будет потом. Это никому не известно. Цель у меня попасть в Аланию. Я сделаю для этого все. Буду стараться, тренироваться, выкладываться, пахать. Штат Академии футбола уже укомплектован. Круглосуточно ребята будут под присмотром не только тренеров, но и воспитателей. Особое внимание будут уделять и учебному процессу. Для футболистов свое футбольное расписание. С утра занятия по разным направлениям. Во второй половине дня уроки в 17-й Владикавказской школе. Отвозить и привозить ребят будут на таком автобусе. А вечером снова тренировка. И так 5 дней в неделю. У нас главная задача подготовить игрока и для сборной страны, и для футбольного клуба «Алания». То есть большие задачи, поэтому и нам нужно будет уделять очень большое внимание индивидуальной подготовке игрока. Они в разном сейчас состоянии. У нас планируются уже блоки спланированы. Мы будем работать по новой платформе. Платформа называется «Юплайду». В Академии футбола дети должны получить всестороннее образование. Воспитать не просто футболиста, а человека, задачу, которую поставил Вячеслав Битаров. Все этапы подготовки и инфраструктуры новой футбольной академии глава контролировал лично. Сейчас все условия для детей, которыми мы могли бы пользоваться, и те дети, которые здесь будут в академии, я думаю, в скором будущем будут, во-первых, потенциальными игроками нашей главной команды, а потом уже и надеемся, что ведущие клубы России, и не только России, Европы, будут пополняться нашими воспитанниками. Для детей созданы все условия, и Академия футбола еще будет расширяться. К примеру, здесь уже в следующем году планируют построить плавательный бассейн, тренажерный зал и зону отдыха. Первая тренировка на новом поле. Легко и уверенно ребята обкатывают мяч. Каждый удар приближает мечту стать профессионалом и вписать свое имя в звездную историю футбола. Марина Караева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.